Нас ждет поединок по правилам ММА в легком весе до 70,3 килограмм. И в синий угол приглашается Закриддин Салдаев! Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем прямую трансляцию из Екатеринбурга. Спортивно-оздоровительный комплекс «Арена» Ильича 67А. У нас сегодня вечер профессионального бокса, а также боев без правил ваши комментаторы Алексей Уралец и Тимур Салимов. Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, первая пара у нас. 2 раунда по 5 минут, бои без правил, ММА. Уларбек Базаркулов и Закриддин Салдаев. Да, такая у нас заочная встреча Киргизии с Таджикистаном. Азиатское дерби в Азии, в общем-то. Да, азиатское дерби в спортивном комплексе «Арена». Закриддин Салдаев представляет солнечный город Душанбе, чемпион Таджикистана по вольной борьбе. 2 профессиональных боя он уже провел. 1 победа, 1 поражение. Что касается Уларбека Базаркулова, представляет он город Бишкек. Чемпион Киргизии по ММА, по любителям. И сегодня у него профессиональный дебют. Да, профессиональный дебют. Ну и сейчас мы посмотрим, как сложится сегодня события в ринге. Весовая категория — это легкий вес до 70 килограммов 300 граммов. Легкий вес в ММА очень насыщен звездами. Дорогие друзья, знаете прекрасно. Мировой ММА просто переполнен звездами в этом весе. И сейчас выход гостя из Киргизии. Пока выходит Уларбек Базаркулов, как раз можно обсудить последние сводки с полей на фронте ММА. Был неоднозначный бой между Александром Шлеменко и Олегом Василевским. Да, вот буквально недавно он прошел. Очень такой неоднозначный. Разделились поклонники по поводу победителя в этом бою. Но мы знаем, отбой отдали Шлеменко в этом бою. Поэтому вот такой вот. А у нас тем временем выход Уларбека Базаркулова в национальном головном киргизском уборе и в таком международном спортивном костюме он выходит. Так у него смешанный стиль в одежде и, соответственно, смешанный стиль на ринге. Да, за ним вот находится, некоторые тоже находятся в национальных головных уборах. В данном случае на ринге обычно, естественно, бойцы ММА дерутся в клетке. Но в этот раз у нас такой дружеский между собойщик стилей, профессиональный бокс и бои без правил, поэтому ринг, я думаю, что не смущает ни в коем случае Уларбека Базаркулова и Закриддина Салдаева, что целых 4 угла сегодня. Я уверен, это никак не повлияет на зрелищность поединка. В синем углу ринга боец из города Душанбе, Таджикистан. Ему 25 лет, рост 175 сантиметров. Чемпион Таджикистана по вольной борьбе. Профессиональный рекорд. 2 боя. 1 победа, 1 поражение. Встречайте, Закриддин Салдаев! Его соперник в красном углу ринга. Боец из города Бишкек, Киргизия. Ему 27 лет, рост 170 сантиметров. Чемпион Киргизии по ММА. Дебют в профессиональных боях. Встречайте, Уларбек Базаркулов! Рефери в ринге Дмитрий Воротников. Ну что ж, сейчас начнется первый раунд. Если исходить из послужного списка Закриддина Салдаева, можно предположить, что он, скорее всего,
фундамент у него борцовский, раз он чемпион Таджикистана Коллега, по вы вольной считаете, борьбе. большая часть поединка пройдет в партере? Кто знает, кто знает. Бойцы ММА бывает, что и удивляют. Абсолютно с вами согласен. Даже да. самих себя порой. Да? Даже во время боя. Да, во время боя бывает, два борца могут провести весь поединок в стойке. Национальная музыка такая, национально-международная, я бы сказал. Прекрасная игра на перкуссии сопровождает этот поединок. Он начался. Чисто черные велосипедки, если так можно выразиться. Это боец из Киргизии, Уларбек Базаркулов. Но вот пока стойка. Пока стойка. Пошел вперед Уларбек. Тут же переводит дело в партер его соперник Закридин Салдаев. Видимо, по привычке уже отчасти. Переводит его в партер. Ну и вот посмотрим, как сейчас события будут развиваться здесь. Пока идет такой обмен ударами здесь. Треугольником защищается Уларбек Базаркулов. Ну, пытается, да, скрестить ноги за спиной, пока как бы вот он очень неплохо выходит в неплохую позицию. Салдаев сейчас Переворачивает Базаркулов ситуацию и соперника. И в атаке уже киргизский боец. Такая позиционная борьба в партере. Мы видим, что именно за позицию дерутся бойцы. Мало пока у нас ручной работы, что называется. пока, да, оба пытаются выйти на хорошую позицию. На болевой выходит, пытается выйти. Закридин Салдаев пытался выйти на болевой. Но Удалось вырвать руку, и он сейчас находится сверху. там попытался был забрать ногу Базаркулов, но не удалось. Не удалось, да, не так хорошо был произведен захват, и неудобная была позиция. Ну вот Салдаев, кстати, там пару ударов с правой и по корпусу, сейчас с левой. Он, в принципе, руками работает, наверное, почаще. Поднимает рефери бойцов из партера. У нас ко второй половине первого раунда приближается боевой отрезок. Пошел в атаку Закридин Салдаев. Удалось забрать голову Базаркулову. Пытается освободиться, Салдаев освободиться сейчас. Пока достаточно такая неоднозначная, возможно, сможет освободить шею он сейчас. Ситуация может, как говорится, вот, удалось Салдаеву освободиться, и пошла ручная работа. Так, агрессивно несколько ударов нанес Закридин. Вот, работает по корпусу. Здесь главное не промахнуться, конечно. Очень важно в такой ситуации. Да, коллега, на самом деле достаточно тяжело в такой ситуации одним ударом сильно нанести одиночный акцентированный удар. Вот очень так тяжело встает Уларбек Базаркулов. Да, что-то подошел он к углу, но рефери призывает продолжить бой бойцов. Ну, наверное, исходя из... Первый раунд еще не закончился, но исходя из того, что мы видели, мне кажется, все-таки, наверное, определенное преимущество у Салдаева есть. Может быть, не очень большое, но активнее как-то он работает. Активнее, да, больше оказывает давление на своего соперника. Является инициатором, большую часть атак мы видим, чаще оказывается сверху. Вот здесь он прижимает голову. И все-таки пытается... И есть. Победа, причем достаточно сильно рванул, но успел постучать Базаркулов, но победа. Досрочная победа в первом раунде. Закридин Салдаев улучшает свой послужной список. Теперь у него 2 победы и 1 поражение. Уларбек Базаркулов, к сожалению, для себя в дебюте проигрывает, но это еще ничего не значит. В любом случае, он достоин уважения. Абсолютно верно. Рычаг локтя. Побеждает боец синего угла. Закридин Салдаев! На данный график вы можете наблюдать
лучшие моменты боя. Пошел в атаку Захридин Салдаев. Удалось забрать голову Базаркулову. Пытается освободиться, пытается Салдаев освободиться сейчас. Пока достаточно такая неоднозначная, возможно, сможет освободить шею он сейчас. Ситуация может, как говорится, вот. Удалось Салдаеву освободиться, и пошла ручная работа. Так, агрессивно несколько ударов нанес Захридин. Вот, работает по корпусу. Здесь главное не промахнуться, конечно. Очень важно в такой ситуации. Да, коллега, на самом деле достаточно тяжело в такой ситуации одним ударом сильно нанести одиночный акцентированный удар. Вот очень так тяжело встает Уларбек Базаркулов. Да, что-то подошел он к углу, но рефери призывает продолжить бой бойцов. Ну, наверное, исходя из... Первый раунд еще не закончился, но исходя из того, что мы видели, мне кажется, все-таки, наверное, определенное преимущество у Салдаева есть. Может быть, не очень большое, но активнее как-то он работает. Активнее, да, больше оказывает давление на своего соперника. Является инициатором, большую часть атак мы видим, чаще оказывается сверху. Вот здесь он прижимает голову. И все-таки пытается. И есть. Победа, причем достаточно сильно рванул, но успел постучать Базаркулов, но победа. Досрочная победа в первом раунде. Захридин Салдаев улучшает свой послужной список. Теперь у него 2 победы и 1 поражение. Уларбости из Киргизии. Пока выходит Уларбек Базаркулов, как раз можно обсудить последние сводки с полей на фронте ММА. Был неоднозначный бой между Александром Шлеменко и Олегом Василевским. Да, вот буквально недавно он прошел. Очень такое неоднозначное. Разделились поклонники по поводу победителя в этом бою. Но мы знаем, отбой отдали Шлеменко в этом бою. Поэтому вот такое... А у нас тем временем выход Уларбека Базаркулова в национальном головном киргизском уборе и в таком международном спортивном костюме он выходит. Так у него смешанный стиль в одежде и, соответственно, смешанный стиль на ринге. Да, за ним вот находится, некоторые тоже находятся в национальных головных уборах. В данном случае на ринге обычно, естественно, бойцы ММА дерутся в клетке. Но в этот раз у нас такой дружеский между собойщик стилей. Профессиональный бокс и бои без правил. Поэтому ринг, я думаю, что не смущает ни в коем случае Уларбека Базаркулова и Захридина Салдаева, что целых 4 угла сегодня. Я уверен, это никак не повлияет на зрелищность поединка. В синем углу ринга боец из города Душанбе, Таджикистан. Ему 25 лет, рост 175 сантиметров. Чемпион Таджикистана по вольной борьбе. Профессиональный рекорд. 2 боя. 1 победа, 1 поражение. Встречайте, Захридин Салдаев! Его соперник в красном углу ринга. Боец из города Бишкек, Киргизия. Ему 27 лет, рост 170 сантиметров. Чемпион Киргизии по ММА. Дебют в профессиональных боях. Встречайте, Уларбек
Рефери в ринге Дмитрий Воротников. Ну что ж, сейчас начнется первый раунд. Если Давайте подбодрим бойцов. исходить из послужного списка Закридина Салдаева, можно предположить, что он, скорее всего, фундамент у него борцовский, раз он чемпион Таджикистана Коллега, по вы вольной считаете, борьбе. большая часть поединка пройдет в партере? Кто знает, бойцы ММА бывает, что и удивляют. Абсолютно с вами согласен. Даже да. самих себя порой. Да? Даже во время боя. Да, во время боя бывает, два борца могут провести весь поединок в стойке. Национальная музыка такая, национально-международная, я бы сказал. Прекрасная игра на перкуссии сопровождает этот поединок. Он начался. Чисто черные велосипедки, если так можно выразиться. Это боец из Киргизии, Уларбек Базаркулов. Но вот пока стойка. Пока стойка. Пошел вперед Уларбек. Тут же переводит дело в партер его соперник Закридин Салдаев. Видимо, по привычке уже отчасти. Переводит его в партер. Ну и вот посмотрим, как сейчас события будут развиваться здесь. Пока идет такой обмен ударами здесь. Треугольником защищается Уларбек Базаркулов. Ну, пытается, да, скрестить ноги за спиной, пока как бы вот он... Очень неплохо выходит в неплохую позицию Салдаев. Сейчас Переворачивает Базаркулов ситуацию и соперника. И в атаке уже киргизский боец. Такая позиционная борьба в партере. Мы видим, что именно за позицию дерутся бойцы. Мало пока у нас ручной работы, что называется. пока, да, оба пытаются выйти на хорошую позицию. На болевой выходит, пытается выйти. Закридин Салдаев пытался выйти на болевой. Но Удалось вырвать руку, и он сейчас находится сверху. там попытался был забрать ногу Базаркулов, но не удалось. Не удалось, да, не так хорошо был произведен захват, и неудобная была позиция. Ну вот Салдаев, кстати, там пару ударов с правой и по корпусу, сейчас с левой. Он, в принципе, руками работает, наверное, почаще. Поднимает рефери бойцов из партера. У нас ко второй половине первого раунда приближается боевой отрезок. Нас ждет поединок по правилам ММА в легком весе до 70,3 килограмм. И в синий угол приглашается Закридин Салдаев! Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем прямую трансляцию из Екатеринбурга. Спортивно-оздоровительный комплекс «Арена» Ильича 67А. У нас сегодня вечер профессионального бокса, а также боев без правил ваши комментатор Алексей Уралец. И Тимур Салимов. Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, первая пара у нас. 2 раунда по 5 минут. Бои без правил. ММА. Уларбек Базаркулов и Закридин Салдаев. Да, такая у нас заочная встреча Киргизии с Таджикистаном. Азиатское дерби в Азии, в общем-то. Да, азиатское дерби в спортивном комплексе «Арена». Закридин Салдаев представляет солнечный город Душанбе, чемпион Таджикистана по вольной борьбе. 2 профессиональных боя он уже провел. 1 победа, 1 поражение. Что касается Уларбека Базаркулова, представляет он город Бишкек. Чемпион Киргизии по ММА, по любителям. И сегодня у него профессиональный дебют. Да, профессиональный дебют. Ну и сейчас мы посмотрим, как сложится сегодня события в ринге. Весовая категория — это легкий вес до 70 килограммов 300 граммов.
Легкий вес в ММА очень насыщен звездами. Дорогие друзья, знаете прекрасно. Мировой момент просто переполнен звездами в этом весе. И сейчас выход